Мы же понимаем, что разгул иноагентов и у вас тоже продолжается. Вот само название иноагент, как вам вообще вот это вот? Потому что пора какие-то, мне кажется, радикальные меры к предателям Родины уже применять. Ну, знаете, вот в Абхазии все-таки здесь нельзя как бы причесывать это одной и той же гребенкой. В Абхазии после войны и после того, как Абхазия оказалась в блокаде, гражданское общество абхазское стало основным двигателем всех и экономических, и культурных, и внешнеполитических процессов, народная дипломатия и так далее, и так далее. Естественно, многие наши представители гражданского общества осуществляли эти проекты в рамках сотрудничества с западными организациями, западными НПО. Но если говорить о представителях вот этого, да, вот абхазского гражданского общества, которые сотрудничают с НПО из других стран, получают некоторые гранты. Большинство этих людей я знаю лично. Они такие же патриоты своей страны. У нас нет расхождения внутри, например, вот наши абхазские представители гражданского общества не выступают за то, чтобы Абхазия стала частью Грузии. Я не слышал от них антироссийских каких-то заявлений. У нас нет спора в обществе по поводу вектора нашего развития. Да, вот с кем дружить. Там, дружить с Западом и идти на Запад и ссориться с Россией, как это принято во многих постсоветских республиках. Несмотря на то, что нам очень часто западные, так сказать, партнеры предлагали такую опцию. И, естественно, в защиту вот этого курса дружбы с Россией, сотрудничества с Россией всегда выступали представители всех слоев нашего общества. Здесь очень трудно делить это все на иноагентов и просто патриотов в нашей стране. Хотя это мое личное мнение. Вы знаете, вы можете поговорить с другими людьми, у них будет другая совершенно оценка. Но в Абхазии я не помню, чтобы на какие-то деньги западных спецслужб или какого-то НПО была совершена какая-нибудь революция. У нас бывали здесь политические нестабильности и митинги, и вы знаете, это происходило, когда президент уходил раньше времени. Но я не помню, чтобы были замечены случаи, когда иностранные, как говорится, организации спонсировали это напрямую. Это все часть внутренних процессов в Абхазии. В Абхазии, как говорится, очень, очень активно, очень сильно развита демократия. И иностранные иноагенты не смогут приехать и научить нас, как правильно вести или как правильно жить в демократии. У нас своя здесь кухня, мы сами как-то в ней крутимся, и как-то у нас это получается. Хотелось бы, конечно, чтобы получалось лучше, но есть так, как есть. Ну, честно говоря, я вот этого вот, знаете, участия иноагентов в политическом или влиянии их на политические какие-то процессы в стране, я лично не вижу. Но это мое мнение.